Добрый день. У нас сегодня интервью, точнее аналитика последних политических событий с политологом Димашем Альжановым. Димаш, здравствуйте. Здравствуйте, Инга. Спасибо за приглашение. Ахмед. Давайте начнем с того, что в последнее время много появляется интервью и заявлений по смерти политиков Алтынбека Сарсенбаева и Заманбека Нуркадилова. Как вы считаете, это какое-то серьезное намерение на новое расследование или такой укол Назарбаеву и на этом все? Я склоняюсь ко второму, тем более с учетом той информации, которая сейчас всплывает со стороны разных лиц, которые в той или иной степени были а, свидетелями или, возможно, обладали информацией. Она крайне противоречива и показывает, что все стороны пытаются перевести стрелки на друг друга и максимально вывести себя из этой ситуации. С делом Заманбека Нуркадилова, если вы помните, это еще поднималось его сыном в период выборов, до парламентских выборов. Я так полагаю, что тогда этому делу, то есть его использовали как некий сигнал, но не дали ход. Да? И сейчас, после того, как прошел период, когда люди поминали Заманбека Калабаевича, на этом как бы и все и закончилось. Да? То есть с политической повестки дня этот вопрос уже снят, и он более не муссируется, к сожалению. Что касается смерти Алтынбека Сарсенбаева, точнее убийства Алтынбека Сарсенбаева, то мы здесь также видим то, что нет серьезных сигналов о том, что дело может быть возобновлено. Я так полагаю, что в данном случае это невыгодно президенту Токаеву, поскольку это дело нельзя будет, вернее, нельзя будет в этом деле ограничиться только одним кругом лиц, да, это затронет многих, кто занимал важные политические должности на тот момент, кто руководил полицией, кто руководил Комитетом национальной безопасности, да, и прочая других звеньев. И вот последнее видео, которое сняли в тюрьме, получается, где сидит сам Ибрагимов, оно показывает, что версия, которая была сформирована в ходе второго расследования и указывала на Рахата Алиева и Альнура Мусаева, я так полагаю, является той версией, которую сейчас поддерживает нынешний режим, поскольку доступ к Ибрагимову не могли бы санкционировать не с самого верха. Поэтому версия Ибрагимова последняя против Алиева и Мусаева, она, мне так кажется, будет продвигаться как основная, и на этом попытаются вопрос закрыть. Вот. Это была реакция, безусловно. Реакция была на то интервью, которое вышло у вас, Альнура Мусаева. Это была реакция на то интервью, которое сделал радио «Азатык», опросив одного из осужденных бойцов Арастаны, который сопровождал Алтынбека Сарсенбаева до убийства. И, я так полагаю, вот то информационное, скажем так, информационным давлением на разные стороны. Поэтому в этом ключе интервью Ибрагимова, оно не случайно, и оно это попытка ответить и перевести как бы груз всей тяжести за это политическое убийство на лиц, которые были официально указаны в ходе второго расследования дела Алтынбека Сарсенбаева. Ну, как вы сказали, да, у нас вышло интервью на нашем канале Азатык, и вот эта вот тема, она остро поднимается в последнее время в связи с годовщиной, в связи там с заявлениями Ажана Казахстан, естественно, какие-то в связи там с уколами Назарбаеву, да, вот только как вы считаете, кто все-таки стоит за убийством Алтынбека Сарсенбаева и почему нынешний Агурдер, так скажем, в кавычках, Жана Казахстану, важно было озвучить версию Ибрагимова. Ну, версия Ибрагимова – это, получается, версия власти. Вы знаете, я не могу вам прямо ответить, кто мог стоять за убийством Алтынбека Сарсенбаева по Ну, давайте понятным тогда причинам. перефразируем вопрос. Выгодно ли было Назарбаеву в тот момент убийство Сарсенбаева?
Безусловно, Алтынбек Сарсенбаев был одним из ведущих политиков на тот момент, и его политическая деятельность была направлена на борьбу за власть. И здесь как бы очевидно то, что, как и Заманбек Нуркадилов, Алтынбек Сарсенбаев представляет серьезную угрозу, поскольку был фигурой, которая способна соорганизовать и объединить усилия оппозиционно настроенной части элиты. И это были не просто люди, это были такие люди, как Каламжан Жакиянов, это были такие люди, как Булат Абилов. При всем, скажем, неоднозначном отношении, да, вот за период, который сформировался с 2000-х годов, это все-таки на данный момент и на тот момент были тяжеловесы в казахстанской политике. Поэтому у Алтынбека Сарсенбаева была эта способность координировать разные действия разных людей, объединять. Чтобы ответить на вопрос, что действительно стоит за убийством Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсенбаева, необходимо расследовать. Даже при очевидных, казалось бы, факторах, которые нам позволяют сделать определенные выводы, или выводы, которые напрашиваются, все-таки вот эта формальная сторона, она важна. Она не только важна с точки зрения определения заказчика, но она и важна для нашего общества, чтобы мы не повторили или не оказались в такой же ситуации снова. Поскольку что привело к тому, что в стране можно использовать официальный спецназ Комитета национальной безопасности, да, неформальные каналы для того, чтобы сводить счет со своими политическими оппонентами. И когда у общества будет полная картина через это независимое расследование, в какой-то период, возможно, нам удастся это сделать, то будет создан прецедент, и у общества будут возможности переосмыслить роль этих органов и их взаимодействие с политическим руководством. Для меня этот момент очень важен, поскольку мы можем сколько угодно рассуждать, да, политики уходят и приходят, даже вот в такой авторитарной стране, как у нас, да, сейчас наблюдаем этот процесс, но важно нам реорганизовать то, как эти органы взаимодействуют, чтобы не допустить подобной трагедии снова. Поскольку в 2022 году мы снова видели, как Комитет национальной безопасности использовался, но теперь уже в более массовом масштабе и по всей стране для того, чтобы подавить протесты. Поэтому вот с учетом всех этих факторов, я думаю, обществу стоит продолжать преследовать цель раскрытия виновников и участников этого политического убийства, для того, чтобы, опять-таки, с одной стороны, для того, чтобы справедливость восторжествовала, и второй фактор – это для того, чтобы не допустить этого снова. Сейчас, конечно, когда мы видим, что у нас нет еще безопасности, да, то есть КНБ и полиция также могут, и прокуратура быть использованы, но только для того, чтобы преследовать там, журналистов, активистов и действующих политиков внутри страны, общество и отдельные люди, которые высказываются на эту тему, мы видим, да, есть некий такой сдерживающий факт. То есть это тоже препятствует тому, чтобы сегодня общество более активно эту тему обсуждало. Ну, давайте посмотрим, поскольку сейчас разные лица вовлечены, включая Виктора Храпунова, который дает свою версию. Поэтому, возможно, если фокус общества от этой темы не уйдет, то мы, возможно, получим новую информацию. Или, по крайней мере, увидим, как разные люди попытаются с себя эту ответственность снять. Хорошо. Кстати, вот про массовое использование силовиков в 2022 году недавно появилось письмо руководителя департамента КНБ Искакова. Что из этого письма для вас было важным? Как вы считаете, какой из месседжей? И почему это письмо сейчас появилось? Нет, давайте начнем из очевидного. Да? Из очевидного, то, что письмо, это попытка вывести себя из-под ответственности, да, в первую очередь. То есть оно такое манипулятивное было, и там видно, что Искаков, он выгораживает себя и Дикого Армана,
поскольку они выпали из той сделки, которая идет между Токаевым и Назарбаевым. Да, или там вопрос обсуждается о степени вины Абиша, еще не определен. Поэтому до этого адвокаты настаивали на то, чтобы эти дела рассматривались вместе. Я думаю, это была стратегия защиты для того, чтобы этих ребят не исключили из этой сделки. Но я думаю, что для них стало очевидно, что они получат сроки, их расходуют как расходный материал в этой ситуации, то есть они сделали свое дело, и теперь на них перенесут вину. И это письмо своего рода некая такая попытка также вывести информацию, которая указывает на то, что как было принято решение по ценам на сжиженный газ, о том, что политическое руководство и непосредственно сам Токаев были об этом осведомлены заранее и так далее. Конечно, эту информацию стоит перепроверять, поскольку если Искаков об этом утверждает, то, я думаю, формальные каналы донесения информации, а потом решения на уровне министра, они фиксируются, да, в документах и решениях официальных на уровне вот, взаимодействия этих органов власти, то мы сможем примерно понять. Я думаю, что этим самым Искаков попытался также обозначить, что он владеет информацией, то, что он может быть субъектом вот этой договоренности, да, и может, возможно, надеяться избежать жесткого приговора и большого срока. То есть вот с такой вот задачей. С другой стороны, в этой ситуации полагаю, что сложно сказать, чтобы он действовал от лица, скажем, или попытался вывести из-под удара Абиша, да, поскольку само содержание письма, оно как бы на это не указывает. Там очевидно показано, что он себя и Дикого Армана пытается вывести из-под удара. И что важно еще для общества подчеркнуть из этого письма, вы видите степень, да, до какого уровня деградировал Комитет национальной безопасности, то есть руководство спецпроектами. Это означает, что там вопрос подавления протестов, да, или политических оппонентов, или же вопрос координации и организации этих криминальных групп и использования их для борьбы с политическими оппонентами. Потому что, если напомню, я об этом забыл сказать вот в эфире у Вадима Борейко, о том, что, если помните, Дикого Армана еще в Чимкенте использовали в середине 2000-х годов против митингов и встреч оппозиционеров тогда. Вот, и видите, какая длинная история использования организованных криминальных групп. Все это, конечно, сейчас, когда это выходит, это полезно, поскольку это создает некий прецедент, когда у нас появляется возможность, опять-таки, требовать пересмотра всех подобных этих правил или устоявшихся традиций, да, того, как действует Комитет национальной безопасности, для того, чтобы это действительно был орган, который заботится о национальной безопасности страны и не задействован для борьбы с политическими оппонентами. Сам суд над Искаковым, я думаю, также должен быть сигналом для сотрудников Комитета национальной безопасности. У меня нет надежды и иллюзий, но все же, я думаю, если люди критически могут мыслить, они понимают, что подмена понятий служить режиму и служить государству разные вещи. И офицеры Комитета национальной безопасности должны эти вещи различать. Потому что если они не будут эти вещи различать, и будут беспрекословно исполнять приказы, которые имеют серьезные политические последствия, то в какой-то момент они могут оказаться на месте Искакова, поскольку в свое время не разграничили для себя лично, что такое государство и служение обществу, и что такое служение людям, которые узурпировали власть. Это разные вещи абсолютно. Хорошо. И насчет политических репрессий. Состоялось первое судебное, точнее не первое даже, это было предсудебное заседание, где закрыли суд по журналисту и активисту Думану Мухаммедкариму. Да? Вот эта вот практика закрытых судов. Ну, мы понимаем, что режим остается тот же, та же авторитарная система, но хотя бы до этого политические суды можно было наблюдать, да, в них участвовать, но
За последний год, после январских событий, мы видим, что политических оппонентов власти стали судить за закрытыми дверями. Да? Что это? Что дальше ожидать? Ну, когда такое происходит, ничего хорошего ожидать не надо. К сожалению, здесь... Ну вот давайте из очевидного обратно начнем. Смотрите, здесь уже на старый Казахстан не спишешь. Это люди, которые преследуются непосредственно за критику Токаева, и это действия, которые осуществляет его администрация, ну, под его руководством. Такими действиями они полностью, скажем так, не оставляют никакой серьезной твердой основы под и вот этот вымысел «Жена Казахстана». И под вот этот вымысел о том, что вот те беды от старого Казахстана, там практика репрессий и так далее, а вот преемник Назарбаева, он отличается. Я бы сказал даже больше. В короткий период Токаеву удалось своими репрессивными действиями достаточно настроить против себя значительную часть общества. И это в свое время может ему как бы иметь свои негативные последствия. Вспомните, как в период до 2019 года было ощущение, что у Назарбаева контроль над ситуацией, что его окружение его поддерживает, а в обществе, в принципе, сильно не критикует, и общество смирилось с тем, что напрямую Назарбаева критиковать нельзя. То есть, если там идет какая-то критика, она завуалированная, говорят, там чиновники плохие или власть плохая, то в момент, когда это начало все сыпаться, весь негатив, весь гнев общества, он вылился. Здесь вот такой же эффект может быть связанный с деятельностью президента Токаева, потому что сейчас мы понимаем, что Думан Мухаммедкарим, он не представлял серьезной политической угрозы, он не собирал тысячи людей на митингах. Да, он пошел кандидатом в депутаты, да, у него была своя устойчивая аудитория на его канале, да, он был прямым критиком президента Токаева. Но это несоразмерное наказание со стороны, да, даже с учетом авторитарных рамок Казахстана. Поэтому здесь видно то, что есть определенная какая-то, как сказать, здесь уже не спутаешь, что человека посадили за критику лично Токаеву. И тот же паттерн мы наблюдаем в случае с Маратом Джаланбаевым, который также публично критиковал и достаточно, скажем, прямолинейно обвинял Токаева в последствиях январских событий. То есть здесь бы все-таки, мне казалось, я бы надеялся, что разумное возобладает, и советники Токаева объяснят, что это чрезмерные меры, которые сильно настроят общество против него. И ситуацию с Думаном и ситуацию с Маратом Джаланбаевым нельзя доводить до серьезных приговоров и заточений. То есть попытка их сломать или добиться от них признания, покаяния, как эту информацию нам дал один из адвокатов, и отказ от политической или журналистской деятельности, это тоже не решение в этой ситуации, потому что завтра появятся другие люди. Общество поменялось. Его уже как бы в те рамки, которые, скажем, удобные были для Назарбаева в период 90-х, 2000-х годов, уже не загнать. То есть надо научиться взаимодействовать с обществом по-другому и отказаться от практики репрессий. И, возможно, тогда у Казахстана будет шанс на более мирный транзит власти, на более мирные условия переговоров того, как должна меняться политическая система. Потому что конец срока Токаева не за горами. Ну, давайте про конец срока Токаева поговорим. Вопрос будет, закончим про репрессии. Все-таки, да, мы наблюдаем, что после январских событий репрессии, они стали жестче, и власть стала более жестко реагировать на критику. Как вы считаете, это влияние Кремля или страх перед повторением январских событий? Почему она
резко ужесточилась? Это ответ на страх потери власти. То есть это же был шок. Это, хотя эта ситуация постепенно нарастала с 2019 года, все-таки резкий всплеск и выход многих, скажем так, потери контроля над ситуацией в январе, в дни протестов, сильно напугало. И вместо того, чтобы умно поступить, пересмотреть, да, и стратегически пересмотреть свою позицию и свое поведение, был выбран консервативный путь. И этот консервативный путь означает, что на любую активность надо выстраивать меры, которые будут загонять общество в определенные рамки. Вот речь Токаева, когда он обвинил там, журналистов, активистов, в том, что они во всем виноваты в раскачивании этой ситуации, я думаю, в некоторой степени характеризует то, как они понимают и видят эту ситуацию. Да? То есть на одну проблему они создают еще одну. В репрессии в определенный краткосрочный период приносят пользу, да, и как показывают там, другие диктатуры, действительно можно общество напугать, да, там, пытками, всеми этими мерами, которые создают постоянный страх в обществе, но в конце концов это может привести и к обратному эффекту, потому что страх, который вселяется в общество из-за рисков политического участия или там, распространения информации, он не длится десятилетиями. Вы должны устойчиво тогда наращивать свои репрессивные меры, да? Как это, к примеру, работало там, в Советском Союзе или в Северной Корее. Потому что в ином случае оно потом перестает работать. То есть, и вот этот алгоритм действия, он сам по себе тупиковый, потому что как бы железный занавес не создать. Вот и на примере России можно примерно посмотреть. Но уже сейчас видно, да, что подобное не может повторяться слишком долго. Поэтому эта модель тупиковая. И люди, которые, возможно, чуть-чуть помоложе вокруг Токаева, должны озаботиться, какое наследие он им оставит, какую ситуацию, да, будет ли она более взрывоопасной, или же она будет способствовать тому, чтобы все-таки можно было мирными способами побороться за власть, да, в период, когда вопрос станет об уходе самого Токаева. Поэтому вот эти вот вещи, они будто бы, скажем, односторонние и в консервативном виде рассматриваются со стороны Токаева и его администрации, поэтому мы видим, что страх в них заставляет их действовать достаточно такими примитивными реакциями в виде репрессий. То есть лично начал критиковать Токаева Думан, его посадили, то же самое с Маратом Жуланбаевым, и плюс его политические амбиции. Вот. Но я думаю, на этом не остановится, потому что общество, оно в принципе сейчас как бы более динамичным стало, несмотря на то, что у людей нет ресурсов для организованной политической борьбы. Мы видим, что в пространстве после 2019 года появляются разные люди, да, с более мягкой позицией, но все пытаются прощупать и посмотреть, какая у них в этом отношении перспектива. Вот. Поэтому не исключено, что все это все равно будет рано или поздно шататься, а политика репрессий, она все-таки покажет свою несостоятельность и, более того, создаст ответные риски для самого Токаева и его окружения. Потому что люди, видите, на примерах Сарсембаева и Нуркадилова люди ничего не забывают. Люди потом используют это против тебя в последующем, как только твоя власть ослабла. Вот ослаб контроль над силовыми структурами Назарбаева, ослаб контроль над преемником, все слабости, или все прегрешения, которые были сделаны в тот период, сейчас используются разными группами. И этот процесс невозможно остановить. Теперь про неожиданное назначение Бектенова премьер-министром сказано немало, но я думаю, что нашей аудитории будет важно услышать ваше мнение. Почему Бектенов, откуда Бектенов, что можно про Бектенова сказать и про предположение, что Бектенова рассматривают возможным преемником Токаева.
Я бы здесь больше сфокусировался на том, что в чем вообще проблема подобных назначений. Если мы немножко отдалимся от персоналей и попытаемся понять, почему кабинет министров и правительство в целом плохо работают, то помните, когда вот были обсуждения конституционных поправок, мы там скучно всем пытались объяснить, да, что вот это надо так сделать, такие-то полномочия отобрать. Но вот никто не слушал, а теперь, видите, когда это все происходит, люди удивляются, почему так внезапно. Ну, потому что у него такие полномочия, у президента. Да? В голову утром пришло, он поменял, он не консультируется ни с кем, у него тот же набор полномочий, который был у Назарбаева, поэтому ему так можно. И если вы хотите, да, если бы мы хотим, чтобы правительство было более независимым от президента и более стабильным в своей работе, есть ключевые вещи, которые необходимо сделать. Во-первых, президент не должен формировать кабинет министров. У него такие полномочия надо отобрать. У него надо отобрать полномочия, чтобы он не мог распускать парламент. И у него надо отобрать полномочия, чтобы он не мог назначать там не дату выборов в парламент и так далее. А полномочия по формированию правительства передать парламенту. И тогда у вас будет парламентская дискуссия, вопросы, связанные там, с формированием парламентского большинства и на его основе правительства. Тогда у вас будет понимание, у нас у всех, я имею в виду понимание, да, с какой программой та или иная группа, политическая партия приходит, что они обсуждают, какие они требования или цели ставят. И деятельность правительства становится более прозрачной. Поскольку президент не может произвольно уволить правительство, у него появляется своя легитимность на основе парламента. И, следовательно, способность принимать независимые от президента решения. Вот, к примеру, если помните решение правительства одобрения на продажу урановых месторождений России. Вот если правительство независимое, оно уже само решает, давать это разрешение или нет. Да? И договоренности на уровне президентов, там, как мы потом узнали со стороны России, когда была попытка пролоббировать, оно бы проходило иначе. Поэтому неважно, Бектенов, не Бектенов, у Токаева, несмотря на то, что есть маленькая скамейка его лояльной базы, она все-таки есть, и он может назначать разные фигуры. Логика этих вещей, она встроена в его понимание, как менять людей, как постоянно, чтобы циркулировало его окружение, и те или иные люди, которые отличаются персональной лояльностью, контролируемостью и иными другими факторами продвигались. Мы эти факторы, ввиду того, что не знаем всех этих деталей внутри, мы не можем точно сказать. Поэтому люди гадают, там, придумывают какие-то свойства, говорят, вот там он боролся с коррупцией и так далее, будто бы в этой стране вообще кто-то когда-то боролся с коррупцией, или там, что кто-то хозяйственный, вот эти выдуманные все вещи для того, чтобы заполнить информационное пространство какой-то всякой, ну, скажем так, от безвыходности к каким-то объяснениям, это ничего не значит. Значит только то, как работают, какие полномочия и какая независимость есть у этих должностных лиц и как они взаимодействуют в рамках этой политической модели. Это определяет их внутреннее поведение. Безусловно, там есть фактор личностный, но поскольку эти люди никогда не были открытыми политиками, они внутренне встроенные бюрократы, которые работают на политическое руководство. Мы не можем точно знать об их каких-то профессиональных и иных качествах, но мы точно знаем, что они не умеют общаться с обществом, они не открытые политики, как это принято, да, которые идут через разные уровни и добиваются своей политической власти через конкуренцию. Поэтому мы не можем о них судить. Мы просто на них навешиваем определенные ярлыки, которые мы додумываем, исходя из какого-то опыта. Но мы не знаем, как они внутри системы действуют, как они против друг друга борются, на какие коварные шаги идут или не идут. Мы этого ничего не знаем, понимаете? И в этом проблема всего этого Казахстана, старого, нового, который действует у нас с 95-го года. Вот надо задуматься, как эту модель политическую поменять, для того, чтобы депутаты и представители правительства стали другими, для того, чтобы снизить негативное влияние президентской власти на все государство. И там было про преемника, да? Вот с преемником я бы здесь тоже, нам бы как бы
не попасть снова в эту воронку, да, потому что это такое бесконечное обсуждение. Мы как-то с вами говорили о том, что ну, вот есть один диктатор, и он думает, какой у него должен быть преемник, и все начинают в это гадание играть, да, то есть миллион разных версий. А, вот надо сделать так, чтобы нас туда не затянуло, а чтобы мы говорили, окей, у нас есть какой-то период времени, там, до, условно говоря, до следующих там, президентских, парламентских выборов, и что мы можем сделать так, чтобы после этих выборов не было одного и того же, да, Казахстана, который вот сейчас. Вот это, мне кажется, важнее. То, как он будет там кого выбирать, нас не должно волновать, потому что это в любом случае негативный исход всей этой ситуации. И А не важно, во-вторых, кто когда сейчас это, да. да. Во-вторых, когда сейчас назначают Бектенова, все эти рассуждения также не имеют большого смысла, поскольку должность премьера, она не такая уж хорошая. Да? То есть вы можете в хороший период возвыситься, но сейчас Казахстан находится в периоде, когда у него большие экономические проблемы. У него нехватка денег, у него высокий уровень коррупции, высокий уровень трат, прожигаются деньги национального фонда, нет четкой стратегии понимания того вообще, как что-то либо реформировать, политические реформы даже не начались, заглохли. Есть президент, который особо-то, видимо, и не понимает за 2 года, да, куда ему страну эту надо двигать, но есть четкая определенность только есть в одном в Казахстане за эти 2 года, да, после 22 года, о том, что передел собственности идет. Вот здесь, мне кажется, все четко поняли, да, все сигналы, законы приняли, мы здесь видим активную работу. В остальном мы ее не видим. И плодов тоже мы не видим. Поэтому, возможно, Бектенов окажется еще тем премьером, который все эти грабли схватит за ближайшие 2-3 года. И при всем негативном багаже, который может сформироваться, а я уверен, что он сформируется такими темпами, да, поскольку реформ нет, то от него благополучно в какой-то момент избавиться, как от человека, как Исмаилова до этого, который на себя взял все эти проблемы, связанные с авариями на теплотрассах, на электростанциях, который взял на себя негатив за то, что там не идет достаточно активная работа правительства и так далее. Поэтому в рамках нашей политической модели это естественная участь премьер-министров. Немало, только единицам удалось получить совершенно иной итог после своей деятельности в качестве премьер-министра. Это там Масимов был, но у него другая участь была, не повезло, еще хуже. А в остальном они все были своего рода фигурами, которые отводили негативные последствия своей деятельности от президента. Поэтому здесь стоит задуматься, как изменить политическую систему, а не пытаться вот играть в эту игру, угадай, какой будет преемник. Она в любом случае будет с минусом для общества. Ну, вот тогда как обществу готовиться к этому транзиту? Как вы уже говорили, 29-й год, конец срока Токаева, он уже очевидно виден, да? Но это же не факт, что он уйдет. Ну вот, да. Это же не факт, что он уйдет. Если посмотрите Вот, сегодня на Байдена, на Трампа, не факт, что уйдет. Тут на 7 лет старше его до сих пор забывает по дороге все, но кандидат будущий. Так вот, это не факт, что уйдет, но вне Но это же зависимости от придется этого... еще Конституцию менять. Он же последний раз как бы обещаниями о последнем разе поменял на 7 лет. Но это вообще ни о чем. В смысле, он каждый год обещает что-то, но это же никогда не исполняется. Здесь вопрос в другом. Насколько общество перестанет отвлекаться вот на ненужный этот информационный шум и сфокусируется на базовых вещах, да, и насколько в этом обществе журналисты, активисты, там, политические деятели будут способствовать ему лучше понимать ситуацию и, соответственно, выстраивать свои требования, чтобы вот сформировалась эта повестка изменений, чтобы было четко, что люди там не покупаются на это изменение главы правительства, они требуют изменения политической системы. Я думаю, этот вопрос, возможно, в какой-то степени остро встанет, потому что, если помнишь, 19-й год, 22-й, и все-таки вот это
идея с пакетами реформ, с конституционной реформой, это был ответ обществу, да, на то, что надо было избавляться от системы Назарбаева. Вот. Поскольку система Назарбаева сохранена и сейчас в руках Токаева, то это можно будет актуализировать. И вот на этом, мне кажется, надо сосредоточиться. То есть, простыми словами, необходимо снижать полномочия президента максимально. И в этом будет ключ к изменениям. Если этого не сделать, будет другой автократ, как мы и говорили, потому что этот набор полномочий позволяет легко консолидировать власть, даже когда происходят кризисные ситуации. И январь вот очень хорошо продемонстрировал это, что президент с такими полномочиями – это во вред будущему страны. Хорошо. Спасибо, Димаш. Как всегда, блестящий анализ. Мы вам всегда рады. Спасибо за приглашение. До скорых встреч.